Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Прошу за вас Всевышнего, чтобы вам послали в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете мне, моему каналу. Земной вам поклон. Огромное спасибо. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Скоро начнутся перемены. В чем и когда. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпочке. Посмотрите на песочек, так прямо спросите, когда, в чем и как начнутся перемены в моей жизни. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте-ка посмотрим, что нам расскажет песочек. Так, перемены. Ну тут просто у вас какой-то ураган перемен. Знаете, в вашей жизни будут происходить перемены большие да малые. Причем малых перемен очень много. И они, как, знаете, вот такой дождик, грибной дождик. Все переменки, они будут хорошие, приятные и для вас полезные. Да, может быть, они не все будут с улыбкой, но тем не менее, в будущем вы поймете, что все это было хорошо, все это было полезно, все это было нужно. Больших перемен у вас несколько идет. У кого-то 2, у кого-то 3 будет. Но в любом случае, вот эти большие ваши перемены, они настолько мощные, настолько резкие, что они меняют, меняют и перекраивают вашу жизнь в целом. Смотрите, давайте сразу я вам скажу, когда. Перемены начнутся зимой. Зима, причем вот серединка, наверное, зимы где-то, ну, там плюс-минус неделька, да, вот прям посчитайте по календарику, когда середина у нас зимы происходит. И вот считайте, что с этого дня ваша жизнь, в вашей, жизни запускается какой-то коридор перемен. Коридор вот звездопада, да, когда в вашу жизнь будут идти вот такими маленькими звездочками лететь переменки, которые будут просто маленькими алмазиками рассыпаться по вашей жизни. Я не знаю, это очень приятная ситуация. Здесь в любом случае корзина, которая наполняется. Вот у вас венец — это корзина, которая наполняется. И в этом венце, видите, вы стоите, и у вас наполнение идет, у вас есть партнер, но вы вот этот дождик, да, облачко перемен в свою жизнь пригласили. То есть все начнется с вас, вами же и закончится. То есть да, при участии других людей, при участии, может быть, каких-то других обстоятельств, но это все ваше, и это все идет для вас. Вы здесь мастер, вы здесь владыка, и вы здесь всем управляете. Понимаете? Ну, давайте я поописываю вам переменки, которые я вижу, которые особенно более-менее такие прям ощутимые будут. Хотя, еще раз говорю, здесь очень много перемен. Все равно, что дождик. Описать дождик практически каждую капельку невозможно. Вы это будете ощущать на себе, когда, вы понимаете, у вас сегодня, в сегодняшний день, в момент просмотра этого видео, у вас застойное состояние. Причем это застойное состояние я уже считываю не первый раз, и не первая отсыпка у меня идет с таким состоянием вашим. Возможно, одни и те же меня смотрят мои зрители, да, либо заходят именно на мои отсыпки те, кому сейчас нелегко и кому нужно услышать о том, что будущее есть и будущее счастливое. Вот, мои дорогие, главный посыл, который дает песок. Смотрите, сейчас ситуация закрытой двери. То есть человек находится перед закрытой дверью, и у человека нет ни желания, ни возможности даже поднять руку, чтобы в эту дверь постучать. Это вы. Человек измотался, человек устал, человек потратился, человек эмоционально опустошенный. И физически, эмоционально у вас как будто бы вообще обезвоживание происходит в прямом и переносном смысле. Мои дорогие, я вижу, что перемены начнутся с первого. Вот первая переменка, которая прилетит, это какой-то вынужденный отдых. Я не знаю, как это правильно интерпретировать, но то, что у вас будет вынужденный отдых, это я вижу. То есть вы будете, может быть, по какой-то причине несколько дней дома. Может быть, даже действительно какое-то выгорание уже у вас происходит. Вы можете заснуть и проспать определенное количество часов. Вот у меня раньше, когда я практиковала
более активно, да, бывали случаи, когда я могла там спать почти 24 часа, просто беспробудным каким-то сном, и для меня это вот как будто бы я только прилегла оказалась. Очень много сил тратила, да, и чтобы восстановиться, вот прям организм и мозг отключались, я так понимаю. Вот и у вас может быть такой момент, не пугайтесь, вот организм требует, значит, подчиняйтесь. У вас вот эта первая переменка, которая запустит вот этот дождик, да, вот это облачко запустит, ну, действительно конкретных хороших перемен. Дальше. Я вижу у вас человека, вот видите, человек, который пытается вот нагнуть эту веточку, да, и сорвать какие-то фрукты. Это вы. И вы начнете действительно рассматривать, что же происходит вокруг вас, что у вас над головой, и вы увидите возможности. Возможностей на самом деле огромное количество рядом с вами находится, но вы по каким-то причинам просто сторонились этих возможностей, либо не замечали эти возможности. А теперь вы начнете не только видеть, но и брать то, что вам в глаз, как говорится, упадет. Это очень правильный подход. Я вижу, что вы прям целую какую-то огромную корзинку вот этих возможностей себе насобираете. Мало того, я еще вижу, что вы не только для себя, но и для своих, может быть, любимых, дорогих людей вы тоже постараетесь. Дальше. Здесь у вас на работе, либо по работе момент тоже либо непризнания, либо непринятия, либо игра в одни ворота, да, то есть вы вкладываетесь, вы работаете, вам там ни спасибо, ни благодарности, ни признания, ничего не идет. Здесь момент будет переломный, когда вы просто вот, ну, забунтуете, да, что ли, внутренне, и вот кто-то для себя примет правильное решение. Вот смотрите, здесь 3 выхода идет. Первый выход: вы учитесь, вы растете, вы прогрессируете, вы переходите на другую работу, либо в другую сферу, либо вот вас кто-то переманивает, да, другую область деятельности. Либо момент того, что вы говорите: все, я ухожу, с меня хватит. Ваш начальник хватается за голову, говорит: Господи, ну что же делать, ну как же, мы же без тебя просто закроемся. Ну ты единственный человек, который здесь работает и который делает нам там кассу, да. То есть, поставив человека в неудобное положение, вы добьетесь того, что человек будет вынужден, я вот еще раз повторюсь, да, не по доброй воле, а вот вынуждены вас удерживать, там, повысив зарплату, либо повысив по должности. То есть я вижу, в принципе, вы сидите на своем месте работы, да, у кого-то это вынужденная вот такая ситуация, что ну куда я еще пойду, мне нужны деньги, а кому-то нравится именно его работа, но какая-то недооцененность идет. А в любом случае, если вы там останетесь, вы ничего не проиграете. Я вам другую вещь скажу. Я вижу, что у вас в будущем, вот ваша перемена идет, это рост конкретный. То есть вы из вот такого человечка, вот вы, да, вы превращаетесь в вот такого человечка, у которого, смотрите, в руках вот огромная возможность. То есть вам ваш рост, карьерный рост, это вопрос времени. И даже если вы сейчас на пенсии, если вы не работаете, если вы уже вышли на пенсию, вы отдыхаете, то вы себя в чем-то найдете. Это какое-то дело, потому что, видите, у вас в руках дело. Вы, может быть, будете выращивать самые какие-нибудь вкусные фрукты, да, либо овощи, и будете их продавать, да, будут ехать люди издалека за тысячи, там, не знаю, километров, чтобы у вас что-то вкусненькое купить. Либо вы начнете что-то, какие-то вещи уникальные делать руками, либо уже делаете, но вы станете это делать на какой-то профессиональной основе, выставлять эти вещи как лот в интернете, да, чтобы его могли купить. Может быть, даже какой-то интернет-магазин, либо не интернет, когда обычный магазин откроете. То есть это все говорит о том, что вы будете идти, развиваться, и то, что у вас и для вас будут открываться вот такие возможности хорошие. Вы растете, абсолютно растете и развиваетесь. И это замечательно, мои дорогие. Мало того, у вас помощник появится. Помощник, который, видите, сзади вас стоит и вас поддерживает. Это может быть кто-то из близких, это может быть любимый человек, это может быть хорошая подруга, хороший друг. То есть человек, который с вами вместе в одной упряжке, но вы не идете как там начальник подчиненный, а вы идете как партнеры и как поддержка друг другу. Это замечательно. Вас ждет очень хорошее, серьезное будущее. Вот именно в вашей трудовой деятельности, в вашем таланте, в вашей реализации. Дальше идем. Здесь момент того, что вот предложение идет, кольцо идет, причем кольцо может быть даже не одно. Здесь ситуация может быть помолвка и брак. А может быть сразу 2 помолвки, да, что от 2 разных людей вы получаете вот такие помолвочные кольца, когда вам говорят, там, один мужчина говорит: будь моей женой, и второй мужчина говорит: будь моей женой. И вы вот как бы выбираете, да.
А может быть ситуация второго брака, либо там третьего брака. Причем как бы это брак идет официальный. Не просто там сошлись и начали жить, а именно официальный через там ЗАГС, да, через все правила соблюденные. Поэтому, мои дорогие, вот готовьтесь. Мало того, тут еще вот нога такая вышла, нога как у кузнечика. То есть нога говорит о дальнем расстоянии. То есть будет какой-то прыжок, либо поездка, либо может быть даже и переезд, да, вот как прыгните с одного континента на другой континент, переедете, там будете жить. Этот момент тоже у вас здесь прорисован. С правой стороны это вам как бы по судьбе. Это не у всех, но у кого-то прям такие отыграется, как переезд с одного на другое место. Либо смена локации, может быть, да, то есть переедете в дом мужа, либо с мужем вы переедете в какой-то новый дом, да, вот снимете, купите, арендуете, не знаю, как вы будете жить в каком-то другом месте. И вы знаете, мои милые, я еще вижу такой момент, когда вот кто-то против вашей любви, да, либо есть, либо был, либо будет. Но больше похоже, как есть сейчас, да, вот вы любите, но есть соперники, либо люди, которые, ну, вмешиваются, не дают, не позволяют и всячески влияют на вас, на вашу любовь, на ваши отношения. Вот этот человек, он себя сам где-то погубит, да, вот кто мешает. Человек сделает какую-то фатальную ошибку, и все раскроется. Вот раскроется истинная суть и истинная подноготня этого человека, да, что этот человек делал, как вредил и для чего это делал. То есть у кого-то прям победа в любви. Вот как хотите, понимаете. Может быть, вы в треугольнике, может быть, в треугольнике, например, там, с мамой мужчины, либо с бывшей. Кстати, может быть и треугольник, там, например, с детьми, потому что дети, особенно маленькие, они, ну, маленькие там подростки, да, они могут быть очень ревнивые и, ну, не позволять своим родителям быть счастливыми. То есть это, кстати, может быть не только ребенок мужчины, но и ваш, например, ребенок может там, ну, болезненно относиться, если вы пытаетесь устроить свою личную жизнь. И я вижу, что вот эта ситуация, она просто лопнет. Ее не будет. Она исчезнет из вашей жизни, потому что здесь все примирятся, договорятся, и каждый человек найдет свое счастье, свое успокоение. Вот этот момент мне больше всего нравится, потому что я вижу абсолютно счастливых людей. Дальше. Здесь вышли два человека, и при них тут сидит кошка такая интересная, да. Вот она, видите, сидит, хвост свой подняла. Смотрите, два человека, которые либо постоянно ругались, либо конкурировали, либо, ну вот прям недопринимали друг друга, да, недопонимание, непринятие друг друга, какое-то вот даже, может, отталкивающее ощущение у вас было с кем-то. Я вижу, что виной тому была либо непонятная ситуация между вами, ошибочная какая-то ситуация изначально, либо человек, который специально стимулировал вас и вот вашего оппонента на то, чтобы вы ругались и спорились. То есть кто-то был заинтересован в том, чтобы между вами был конфликт, да, что вот черная кошка, которая постоянно ходит между вами. Я вижу, что вы эту кошку за хвост поймаете, именно вы поймаете и вот этому человеку покажете. Здесь идет заключение мирного соглашения между вами и этим человеком. То есть я не вижу, что вы прям идеальные друзья, но я вижу, что вы договариваетесь, я вижу, что вы понимаете друг друга, и я вижу, что вы начинаете общаться. Как взрослые люди, у вас все хорошо. Ну и переходим к самому главному рисунку. Рисунок счастья. Вот он, вы видите, вышел. Это вы мастер, вы маг, вы творите свою жизнь и судьбу. И вот она, ваша корзина благоденствия, не знаю, плодородия, вашего достатка, вашего жизненного пути. Вы в эту корзину добавляете постоянно, да, вот вы ловите вот ресурсы, возможности с неба и кидаете в свою корзину. Мало того, с вами рядом человек, который вам в этом помогает. Вы с этим человеком на одной волне. Вы друг друга дополняете. Но главный, конечно, персонаж — это вы мастер. А это как бы, ну, ваше подмастерье, да, либо ваш помощник. Человек, который готов вложиться, который ради вас готов совершать какие-то вещи. Очень хороший знак того, что вы вместе будете работать на будущее, работать на перспективу и работать на то, чтобы у вас все было замечательно. Мои дорогие, у вас, ну просто знаете, как идет ситуация того, что жизнь вот реально меняется, и жизнь, она перестает быть такой статичной какой-то, да, вот время резиновым и люди какими-то там безликими. То есть
ваша жизнь, она заиграет красками, причем вот прям полноценным. Почувствуйте, что вы живете полноценной жизнью, что вы развиваетесь, что вы не топчетесь на месте, не что не прозябаете, а что вы живете и что вы развиваетесь и двигаетесь вперед. Неважно, сколько вам лет. Главное ваше ощущение, и вот знаете, у вас здоровье пойдет. Здоровье идет эмоциональное, хорошее, физическое здоровье. Вот прям вот эмоция, положительная эмоция подтягивает хорошее физическое здоровье. Если вы сейчас охаете, ахаете, я там не могу из дома выйти, ноги там не ходят, да, либо там то болит, здесь ноет, то я вижу, что под наплывом хороших положительных эмоций, которые идут в вашу жизнь, вы, ну, как говорится, будете цвести и пахнуть в прямом смысле этого слова. Человек будет с блеском в глазах, человек будет активный, человек будет деятельный, и человек будет для себя стараться и для тех, кого любит. И знаете, вы себя в этом найдете. Ваша реализация, она, мои дорогие, еще у вас впереди. Вы добьетесь всего того, что вам положено, да, для чего вы пришли в этот свет. Вы себя еще узнаете, вы будете радоваться сами себе. А это, наверное, самое лучшее, что может человек получить в жизни. Так, мои дорогие, я за вас рада. Желаю, чтобы поскорее это все в вашей жизни произошло. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.